Добрый день, ребята! Начнем наш урок русского языка. Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, хорошо запоминать. Ребята, посмотрите на данный рисунок. Ответьте, пожалуйста, чем же увлекаются девочки и мальчики? Правильно, они увлекаются играми в футбол, волейбол, плаванием, катанием на лыжах. А когда занимаются ребята? Во время учебы? Нет. Они занимаются в свободное время. Тема нашего урока, ребята, называется «Свободное время. Хобби». Сегодня на уроке мы научимся составлять высказывания по сюжетным картинкам, находить информацию в книге, а также применять слова-действия и изменять их по числам. Ребята, откройте свои учебники. На странице 50 посмотрите на упражнение номер 1. Прочитайте и узнайте, какие хобби нравятся этим ребятам. А что нравится вам? Например, что делаю? Гуляю с друзьями, гуляю с подругами во дворе. Выпишите в своей тетради одно интересное увлечение. Ребята, хобби – это слово английского происхождения. Это увлечение, которым любит заниматься человек в свое свободное время. А теперь давайте с вами вместе познакомимся с новыми словами на русском языке. Запишите их в свои словарные тетради и выучите наизусть. Бассейн – хаус, плавать – жизу, дельфин – дельфин, свободное время – бос уақыт, увлечение – авестину. Ребята, посмотрите на данные рисунки. О каком хобби идет речь? Вы догадались? Да, дети любят заниматься в свое свободное время плаванием. Подумайте и соберите слова в предложение. Составьте текст о занятиях детей. Внизу рисунка вам даны слова опорные. Значит, запишите текст в тетради и подчеркните слова действия множественного числа двумя линиями. А теперь, ребята, давайте поиграем в игру «Назови словечко». Я покажу вам букву, а вы называете соответствующее слово-действие и изменяете его по числам. Например, рисует, рисуют. Следующая буква П. Правильно, прыгает, прыгают. Следующая буква И. Молодцы, ребята. Играет, играют. Следующая буква Б. Отлично, ребята. Бегает, бегают. На домашнее задание, ребята,
на странице 51 в упражнении номер 3 вы должны рассказать о своем хобби. Используйте грамматическую подсказку и опорные слова. Ребята, сегодня мы с вами прошли тему «Свободное время. Хобби». А теперь давайте проведем рефлексию. Если вы хорошо поняли тему урока, отправьте первый смайлик. Если плохо поняли и у вас были какие-то трудности, отправьте второй смайлик. А если, ребята, ничего не поняли на уроке, то отправьте третий смайлик. На этом наш урок, ребята, закончен. До свидания.